По дороге на высокогорное озеро Иссык-Куль, проезжая небольшой городок Кемин, можно заметить интересный памятник некоему богатырю. Кто он, этот богатырь, и чем он прославился? Мы решили остановиться и немножко узнать о нем. Богатырь Шабдан. Такое имя носит величественный воин, оседлавший грозного коня. Уже в молодом возрасте, в признании заслуг, его называли Шабдан-Баатыр, то есть богатырем. В историю кыргызского народа Шабдан Джантаев вошел как яркий лидер, оказавший значительное духовное влияние на свой народ. Шабдан родился в аристократии степей. С детства он был воспитан согласно моральным принципам кочевых кыргызов того времени: усердие, преданность людям, храбрость и уважение к окружающей среде. Он стремился продолжать пророссийскую политику своего отца. Так, в 1863 году Шабдан посетил коронацию царя Александра II в Санкт-Петербурге как представитель кыргызского народа. Хотя Шабдана в первую очередь принято считать бесстрашным военным и суровым правителем, он также известен как миротворец, открытый, добрый, сочувствующий человек. В его биографии есть много случаев, доказывающих его качества. Он первым стал призывать своих соплеменников к оседлости и развитию земледелия. Сказители говорили о нем: слабым он давал силу, бедняков обеспечивал домашним скотом, бездомных крышей над головой, неуслышанным укреплял голос, безверным возвращал веру. Воин занимался и социальными проблемами. Несмотря на собственный недостаток образования, он много сделал для того, чтобы развить систему образования для своих соотечественников. В 1909 году он открыл и полностью финансировал частный медресе в Кемине, приглашал известных и уважаемых преподавателей со всей Средней Азии. Он также отправлял кыргызских детей обучаться грамоте в русскую школу грамматики в Алма-Ате. Кроме того, Шабдан послал письмо царю Николаю II с просьбой создать мусульманские собрания, открыть медресе и школы, где дети могли бы учиться на их родном языке. Он умер в 1912 году в возрасте 72 лет. Его оплакивали тысячи. Согласно официальным документам, он умер в нищете, отдав все свое богатство нуждающимся. На его похоронах было свыше 40 тысяч человек. Дорога к месту захоронения не менее интересна, чем история жизни Шабдан-Баатыра. Путь пролегает через кыргызские деревни, в которых воочию можно познакомиться с бытом местного населения. Поездку скрасит красивый горный пейзаж и речка Чоң-Кемин, от которой будет веять прохладой и силой на протяжении всего путешествия. В родном селе в честь Шабдан-Баатыра был открыт музей, где собраны личные вещи народного героя. Односельчане свято хранят память об этом человеке. Для подрастающего поколения Шабдан-Баатыр до сих пор является образцом для подражания. Он прославился как активный сторонник воссоединения Киргизии с Россией, как вдохновитель оседлого образа жизни среди своего народа. Несмотря на высокий статус, Шабдан-Баатыр остался в людской памяти как благородный и сострадающий человек. У него всегда могли найти поддержку и приют все нуждающиеся. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.